Все это подборка только одной абхазской газеты «Эхо Абхазии». Здесь собраны все номера, начиная с 1994 года. 30 лет ее бессменным редактором и учредителем был Виталий Шария. Он стал первым создателем негосударственного СМИ в республике. Казалось бы, до мозга костей советский журналист, ведущий рубрики «Партийная жизнь» в газете «Советская Абхазия», Шария должен был быть приверженцем официальной прессы. Но в тот момент, когда появился шанс делать свободную прессу, Виталий Шария воспользовался им и до самого последнего дня своей жизни не отступился от принципов объективной журналистики. Все-таки Советская Абхазия это был орган партийный, и поэтому какие-то идеологические рамки присутствовали, и он не всегда мог за эти рамки переходить. Но уже когда свобода прессы, после того, как Абхазия приобрела независимость, он создал газету «Эхо Абхазии». Вот здесь его талант раскрылся в полной мере. Газета была самой популярной. Я тогда еще работал в Москве и все время просил, чтобы эту газету каждый номер приходил. На все самые актуальные вопросы жизни Абхазии он всегда описывал очень глубоко и творчески подходил к этому вопросу. С «Эхо Абхазии» у многих молодых журналистов связано начало творческого пути. Виталий Шария щедро делился своим опытом и знаниями с недавними студентами. А как издатель он всегда пытался помочь всем, кто помогал ему в распространении газеты. Он очень хороший человек, он добрый. Я помню, когда вот это было трудно, очень трудное было положение, вот бегали здесь дети бесхозные, и он им постоянно давал газеты, чтобы они распространяли бесплатно. Он им раздавал, чтобы оказать им какую-то помощь. Евгения Кузнецова была знакома с Виталием Шария 25 лет. С того дня, как начала продавать «Эхо Абхазии» в газетном киоске. Как рассказывает Евгения Петровна, эту газету она всегда читала от первой до последней полосы и всегда удивлялась независимой и смелой точки зрения ее редактора. Удивлялась его смелость в публикациях, понимаете? Он мог все, что он не боялся никого в своих опубликованных статьях, понимаете? Вот. Он никогда не был в оппозиции какой-то, не участвовал. Я так по его публикациям я часто удивлялась, какие у него длинные были тексты. Тексты были длинные, но содержательные. Коллеги тоже вспоминают Шария как мастера слова и самого трудолюбивого корреспондента Абхазии. Его практически невозможно было встретить на Брехаловке за чашкой кофе в разгар рабочего дня. Он был человеком своеобразным и со своим характером. Стойкий, упорный. И как это не банально не звучит, но всегда добивался своей цели, по большому счету. Я научился многому, очень многому. Его можно назвать моим учителем смело. Да. Он в малом учил находить общую картину, извлечь максимум фактуры, максимум информации, суметь это сформулировать, изложить правильно и просто, что сегодня не умеют многие. Коллеги называли Виталия Шария справочной службой. Он помнил все даты и важные события и мог не просто извлечь нужную информацию из памяти, но и сопоставить факты, проанализировать ситуацию, провести аналогии. Как говорит Руслан Хашик, Виталий Шария жил по принципу «ни дня без строчки». Когда читаешь его, как бы вроде он пишет о сегодняшних событиях, а такой пласт он переворачивает. Какие истории связаны с тем или иным событиям, которые произошли сегодня или позавчера, он вспоминает все, что с этой темой связано. Вот это знание материала, потом такое бережное отношение к архиву, к событиям, вот постоянно возвращаться к этим событиям. Это вот так он это умело делал. Вот это было, конечно, это и остается такая самая интересная публицистика, чем его и отличал от всех нас, журналистов, современной абхазской журналистики.
Более 50 лет Виталий Шария проработал в различных газетных изданиях Советского Союза и Абхазии. Публиковался в российской прессе. Долгое время занимался освещением партийной жизни в газете «Советская Абхазия». Хотя, окончив Белорусский государственный университет, получил диплом журналиста-телевизионщика. Я вообще-то окончил отделение телевидения и радиовещания на факультете. Но когда сюда я приехал, то телевидения еще не было. Радиокомитет такой маленький был, там все штаты заполнены. Но я, конечно, не жалею, что в итоге начал работать в газете, потому что это действительно было очень в тот период авторитетное издание, такое с тиражом 55 тысяч экземпляров. Я сравнивал с другими какими-то краями. Это очень большой тираж на душу населения. То есть Абхазия была читающей республикой. Опять же, в сравнении с какими-то другими местами, где я успел поработать, побывать, меня вот, конечно, привлекло то, что такая концентрация интереснейших мест, как в Абхазии, интересных в плане познания чего-то нового, такого мне раньше не встречалось. То есть я мог в шахту поехать, спуститься в Гоголино, потом, чайная плантация, потом розовая плантация, такие тоже были в Абхазии. Куча каких-то интересных встреч. Как вспоминают друзья Виталия Шария, среди тем, которые интересовали журналиста, была жизнь села и молодежи Советской Абхазии. Он много выезжал за пределы Сухума и привозил яркие статьи и заметки, часто ироничные. Я помню, даже была его такая статья в Советской Абхазии «Агроном из гастронома». Такая на злобу дня, потому что многие выпускники наших вузов не шли на работу по специальности. В том числе вот был такой сельхозвуз ГИСХ. И вот он, написал по результатам исследования свою вот такую статью «Агроном и гастроном». Человек, который должен был работать где-то в селе агрономом, он пошел работать в гастроном. На злобу дня, конечно, он постоянно писал. Я вот буквально в этот пандемийный период часто ходил в нашу республиканскую библиотеку и перелистывал страницы Советской Абхазии еще с 40-х, 50-х годов, а уже с 80-х фамилия Шария появляется буквально в каждом номере. Это был очень плодовитый автор. Журналистика была не просто профессией Виталия Шария. Это был его образ жизни. Так говорят его друзья. Он никогда не терял интереса к своему ремеслу. Своим делом он горел и никогда не выгорал. Я иногда даже задумался, как можно, человек 50 лет практически, он не меняет своего интереса к своей профессии. Постоянно с той юношеской энергией всегда берется за новые темы, раскрывает их очень профессионально и вообще обладал, конечно, информацией по всем вопросам политической, общественно-экономической, социальной жизни Абхазии. Я думаю, что он был, конечно, один из самых информированных в Абхазии людей и знал, какие вопросы, как решать. Ставил эти вопросы. В период Отечественной войны народа Абхазии Виталий Шария был фронтовым журналистом. Параллельно с публикациями в местной прессе он писал и для российских СМИ. Во многом благодаря статьям Виталия Шария в ведущих российских изданиях Абхазии удалось прорвать информационную блокаду. Ведь в те годы не вся Россия поддерживала нашу республику в борьбе за независимость. Но, как говорит Шария, победа в информационной войне была предопределена. Основа была все-таки та, что реальность была такая, что вторглась армия Госсовета, что то, что на самом деле реально происходило, хотя они говорили, это перемещение армии внутри нашей страны, что такого, но реальность была такова, что выиграть эту войну было вполне достижимо.
было бы даже странно, если бы мы ее не выиграли, информационную. Самые сложные для газетной журналистики годы наступили много лет спустя. И даже не в разгар политического кризиса 2000-х, а уже в 20-е годы 21 века, когда государство отказалось оказывать поддержку негосударственным СМИ. Во время политического кризиса, когда люди готовы были сворачивать и вообще ничего не делать в Абхазии, он как выходил, так и выходил, как публиковал, так и публиковал. И острые, очень многие, я думаю, помнят и карикатуры, которые он как жанр использовал в своей публицистике, в своей газете. И до последнего он боролся за сохранение печатной газеты «Эхо Абхазии». В 2018 году мы смогли убедить руководство республики, потом депутатов парламента и запустили проект государственной поддержки негосударственной СМИ. Это была небольшая сумма, 50 тысяч в месяц, но это была очень существенная поддержка для сохранения печатных СМИ. Виталий это очень ценил, этот проект поддерживал. И самое неприятное, то, что в этом году этот проект был, в конце прошлого года, мы все знали, что этот проект присутствует в бюджете 2024 года, но он каким-то образом исчез. И для него эта новость была очень не столько лично для его газеты, а для всей печатной СМИ, для негосударственной независимой СМИ, это была такая печальная весть, информация. Но несмотря на это, он сохранял и пытался сохранить газету «Эхо Абхазии». В одном из последних разговоров с коллегой Виталий Шарий упомянул о том, что, скорее всего, закроет газету, так как сил бороться за каждый номер у него уже нет. Сергей Арутюнов с горечью вспоминает этот разговор, так как «Эхо Абхазии» всегда было символом стабильности. Мне казалось, что он уже махнул рукой на все это, потому что у нас практически печатное слово ликвидировано, фактически, реально. У нас его нет. Независимое печатное слово. Думаете, махнул рукой, да? Почти да, потому что он сказал уже все, я перестану заниматься этим делом. Не получается. Радовался, что я как-то держусь, как-то выхожу. Он всегда меня поддерживал, ему было приятно, что у меня что-то выходит из этого. Но он догадывался, что дела его не совсем хорошо, никогда в этом не признавался. Он был иногда закрытым человеком. Но, тем не менее, он все это чувствовал. Очень жаль. Безумно жаль. Виталий Шария был участником многочисленных международных встреч с коллегами и политиками из России, Европы и Грузии. Как вспоминает Руслан Хашик, Шария всегда солидно и аргументированно отстаивал точку зрения Абхазии. Он был настоящим патриотом. Почти все зарубежные поездки абхазских журналистов, где я лично участвовал, всегда был Виталий Шария. С ним было очень солидно на всех площадках. Общаемся мы с политиками, общаемся мы с коллегами, спорим мы с грузинскими журналистами или политологами. Везде было очень солидно. Это же естественно, когда каждый из нас перед началом какой-либо встречи переживает, как мы там будем выглядеть и то и подобное. Когда так оглядываешь состав, и ты видишь в этом составе, в этой команде Виталий, и ты уверен, что Виталий всегда приведет аргументы. Не просто там будет размышлять, демонстрировать знания, филологические свои способности. Нет, он всегда приведет факты и аргументированно докажет тезис, который он озвучивает. Как только новость о смерти Виталия Шария облетела его друзей и знакомых, те, кто хорошо его знал, стали делиться воспоминаниями в соцсетях. О рабочих буднях Шария как редактором, о творческом процессе Шария как автором, о негромком голосе и твердом характере, о верности слову и заботе Шария как друга. Все эти стопки газет и гигабайты статей в интернет-изданиях, публицистика о войне и повести о мире остались нерукотворным памятником известному и влиятельному абхазскому журналисту Виталию Шария. По
статьям которого можно изучать настоящую историю Абхазии. Марьяна Котова, Валерий Квиквискири, Абаза ТВ.